Вы могли не заметить, но в Удмуртии завершились очередные выборы. С помощью надомного и электронного голосования, которое впервые было использовано в нашей республике, Единая Россия снова смогла украсть тысячи голосов. И при поддержке партии в 34% получила 80% мандатов в Ижевске. То есть в каждом из городов нашей республики опять будет парламент, который никого не представляет, не отражает реальное многообразие взглядов в обществе, а просто кивает на все, что прикажет начальство. Все как всегда, подумаете вы. Впрочем, ничего нового. Но нет, так было не всегда. Вот ровно в такой же осенний день, 20 сентября 35 лет назад, в истории Удмуртии произошло знаковое событие. Вы могли о нем не знать, потому что действующие власти Удмуртии сделали многое, чтобы вы о нем не знали. Поэтому самое время о нем рассказать. Как вы помните, и мы рассказывали об этом в первой серии нашего исторического сериала, в 1987-м ижевчане и ижевчанки отвоевали имя Ижевску, переименованному в Устинов. Время тогда было бурное, и жители республики не остановились. Стали появляться политические объединения, кружки, которые уже скоро переросли в целые политические движения. В феврале 1990-го предвыборный митинг движения за демократию на центральной площади Ижевска собрались 20 тысяч человек. Желание перемен, которое копилось годами, выплеснулось из закрытых кружков и кухонь прямо в сердце удмуртской столицы. Люди увидели друг друга и поняли, насколько их много. А уже в марте состоялись выборы в Верховный Совет Удмуртии. Их называют первыми частично свободными. Большинство кандидатов все еще выставляли КПСС и комсомол, поэтому и частично. Но независимые кандидаты могли выдвигаться от своих коллективов, а люди свободно проголосовать за кого хотят. И запрос людей на перемены был настолько велик, что это были очень конкурентные выборы, на которых номенклатурные бонзы проиграли вчерашним студентам, работникам заводов и труженикам села. Так в Удмуртии появился настоящий парламент. В Верховном Совете впервые собрались реальные представители людей. Правые и левые, городские и сельские, удмурты и русские, студенты и авторитетные руководители с мест. Они реально представляли интересы людей, которые их выбрали, а не как сейчас, когда начальство протаскивает к мандатам, кого им надо, через манипуляции на выборах. И вот перед избранным парламентом республики стояла серьезная задача. В разгар эпохи перемен им предстояло определить, какой же будет наша республика. И на самом деле возможных ответов на этот вопрос было немало. Должна ли республика оставаться советской и социалистической? Или, может, она должна стать президентской республикой с сильным местным президентом с полномочиями царька? И, кстати говоря, большинство республик России пошли именно этим путем. В обществе и в парламенте шли большие дебаты. Кто должен быть источником власти, каким должен быть статус удмуртского и русского языка, а какими отношения Удмуртии с федеральным центром, и вообще должна ли Удмуртия быть частью федерации. Народу Удмуртии предстояло сделать самый настоящий исторический выбор, то, что должно было определить жизнь и развитие республики на годы вперед. 20 сентября 1990-го этот выбор был сделан. Избранный парламент республики после широких обсуждений со своими избирателями принял декларацию о суверенитете Удмуртской республики. Что же выбрали наши земляки? Во-первых, федерализм. Удмуртия находится в составе России, но имеет экономическую и политическую самостоятельность в рамках федерации. Во-вторых, равенство, которое касается вообще всего – языков русского и удмуртского, национальностей и прав людей. И главное, то, чем наша декларация отличалась от практически всех – парламентская форма правления. Ключевые решения принимает не местный царек и не присланный генерал-губернатор из Москвы, а представители людей в диалоге с людьми. Парламентская Удмуртская республика – вот что выбрали наши земляки и закрепили в декларации 90-го. И первые годы жизни Удмуртии были именно такими, как придумано в декларации. У нашей республики появились государственные символы, а избранные депутаты в тяжелейшее для людей время как могли занимались решением проблем граждан. И даже в самые сложные моменты, когда в Москве было двоевластие и гремели танки, избранные людьми депутаты не смотрели на каждый чих из Москвы, а действовали в интересах людей. Подробнее о тех событиях я расскажу во второй серии нашего исторического сериала. Но когда мы изучали события из истории нашей республики, мы поражались, насколько сильно исторический выбор наших земляков отличается от текущей реальности. Люди всего 35 лет назад четко заявили парламент и федерализм, а вместо него получилось наместничество и полная зависимость. Кремль присылает своих губернаторов и высасывает из республики все ресурсы, как из какой-то колонии.
А саму декларацию власти по-тихому признали утратившей силу в 2003, так как будто это не волеизъявление народа, а никому не нужная бумажка. И тогда мы сделали простую вещь. Спросили у вас, а может быть то, что было написано в декларации 90, лучше и справедливее, чем то, что есть сейчас? Мы провели серию голосований по 10 принципам декларации 90 на нашем форуме и в канале. И люди с этим согласились. Да, республикой должен руководить избранный парламент, а не непонятный назначенец. Да, у Удмуртии должна быть экономическая самостоятельность, а не полная зависимость. Да, равным правам для всех, а не беспределу чиновников. Да, равенству языков, а не умиранию одного из них. Мы считаем, что исторический выбор народа не может утратить силу просто по желанию чиновников. Наши голосования доказали, что воля людей не изменилась, и очень многие жители и жительницы Удмуртии и сейчас желают того же. Поэтому сегодня, в день 35-летия Декларации 90, мы опубликовали Декларацию парламентской Удмуртской республики. Она состоит из принципов и формул исторической Декларации 90, за которые проголосовали люди сегодня и которые могут стать основой для демократического и мирного будущего Удмуртии. Это парламентская форма правления, самостоятельность в рамках федерации, равенство людей, языков и наций и другие базовые свободы. Мы сделали это в знак уважения к историческому выбору наших земляков и землячек в прошлом и как напоминание о нем. А главное, для закрепления воли людей в настоящем и с надеждой на то, что это может быть снова реализовано в Удмуртии в будущем. Вы можете справедливо сказать, какой вообще в этом смысл, когда в республике сегодня бедность, неравенство, тотальная коррупция и тысячи земляков гибнут на войне в другой стране. А смысл очень простой. Единая Россия очень хорошо умеет воровать выборы, в этом им нет равных. Они захватили власть на всех уровнях и пытаются влиять на все сферы общественной жизни. Сегодня у них есть все деньги, вся власть и все инструменты принуждения. Но то, чего у них нет и уже никогда не будет, это образа будущего. Ни один единорос никогда вам не скажет, что будет с республикой после войны или после Путина. Свобода, богатство, открытость миру. Они и сами прекрасно понимают, что не смогут предложить вам всего этого, потому что либо счастливая республика, либо они у власти. Путь, по которому они ведут страну и республику уже 25 лет, это стабильное обнищание, стабильное неравенство, стабильное отсутствие базовых свобод, а теперь еще и бесконечная война. И у них нет никакого образа будущего, кроме «завтра будет так же». А у нас есть парламентская Удмуртская республика. И рано или поздно их господство закончится, и тогда наш образ будущего, основанный на легитимном документе и воле людей, превратится в конкретный план действий, который мы предложим на обсуждение всем жителям республики. Парламентская Удмуртская республика. Демократическая, самостоятельная и отстаивающая свои интересы на уровне федерации. Мирная, гарантирующая равные права для всех, и где власть принадлежит ее единственному источнику – народу. Не на словах, а на деле. Это уже получилось у наших земляков раньше, значит, получится снова. Сегодня мы проходим трудные времена, но помните, так было не всегда, и так будет не всегда. В наших силах делать что-то полезное сегодня и иметь план на завтра. Мы обязательно сделаем Удмуртию парламентской снова.